Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Наверняка каждый из нас слышал крылатую фразу «учиться никогда не поздно». Кстати, этот афоризм приписывают Квинтилиану, ритору Римской империи, жившему около 2000 лет назад. Но именно этот афоризм весьма актуален и в наши дни. Если вы хотите получить абсолютно новую специальность или профессию, а может мечтаете стать предпринимателем, все в ваших руках. Изменить свою жизнь, обучиться новой специальности и найти работу по душе можно в любом возрасте. Об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей Майей Курневой, директором Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open. Майя Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для начала немного про сам этот Институт развития компетенций. Чем занимается? Наш институт создан для того, чтобы консолидировать все усилия Северо-Восточного федерального университета по развитию дополнительного профессионального образования. У нас порядка 25 подразделений, которые занимаются дополнительным профессиональным образованием. А вы знаете, наш вуз многоотраслевой. В этом плане мы созданы для консолидации вот этого движения. То есть главная цель — консолидация всех ресурсов, которые помогают освоить дополнительную профессию, правильно? Да, А когда он был открыт, Институт развития, этот самый институт был открыт, и какие у него можно подвести основные итоги работы за это время? Институт, в общем, он назывался вначале Институт непрерывного профобразования и был образован в 2010 году. 13 лет, получается, уже? 14 лет. Ага. В 2020 году мы решили переименовать его. В принципе, это когда пришла я, стала непосредственно руководителем, с точки зрения прибавить такой интересности в названии. И получается, за все существование института у нас прошли около 10, вообще тысячи людей получили повышение квалификации, и около, наверное, 10 тысяч людей получили новую профессию. Но это же не только студенты, это же любой человек извне может обратиться, я насколько понимаю, да? Да, совершенно верно. И получается, любой желающий, кто хочет, имеющий, самое главное, нужен диплом. То есть диплом либо среднего профессионального образования, либо высшего образования. То есть мы, получается, даем переподготовку или повышение квалификации существующей профессии. То есть переподготовку мы переобучаем, а курсы повышения квалификации именно для повышения квалификации существующей профессии. Студенты у нас могут учиться, соответственно, только они дипломы получают только при получении своего основного диплома. То есть в параллель? Можно параллельно учиться, но диплом они получают только тогда, когда у них есть на руках диплом. Да. Майя Васильевна, я предлагаю сейчас немножко прерваться, напомнить вам и вашим зрителям нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире, задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в Телеграме 914 235 05 02. Майя Васильевна, мне знаете, что стало интересно? Раньше ведь программы переподготовки, повышения квалификации, это же была какая-то немножко, так скажем, заточена под людей старшего возраст, то есть бабулечки, дедулечки ходили там финансовой грамотности обучаться, курсы бухгалтеров. Как сейчас поменялась картина, кто в целом идет повышать свою квалификацию, менять профессию мечты? Сейчас на самом деле ДПО именно на государственном уровне его начинает уже раскручивать с точки зрения того, чтобы люди получали профессии, люди переучивались, потому что в части того, что даже сейчас молодое поколение, они не готовы работать по своей специальности. Так. В этом плане ДПО как один из инструментов переориентации своей профессиональной деятельности. И в этом из-за этого, получается, идет рост популяризации у разных слоев населения. Это и пенсионеры по цифровой грамотности, то, что вы говорите, это люди, которые хотят переобучиться, и это, в принципе, молодежь, которая готова получить несколько специальностей уже на выходе из университета. Вот у меня просто в голове до сих пор, видимо, какой-то такой субъективный существует понятийный аппарат, что курсы повышения квалификации — это вот курсы цифровой грамотности и бухгалтерии. Оказывается, там все гораздо шире. Майя Васильевна, а вы со специалистами не изучали, почему вдруг у нашей молодежи такое желание появилось не работать по профессии? Вот они 4, кто-то 5, кто-то больше лет учится там условно на экономиста, а потом раз и понимает, что хочет быть айтишником. Откуда это резкое направление вектора? Во-первых, идет сейчас сильная популяризация IT-специальностей. Во-вторых, неправильная профориентация
Изначально со школы? Изначально, да, Ага. из-за школы. Потому что у нас сейчас идет такой перекос, ну, как мы наблюдаем, да, дети хотят одного, а родители ну, требуют как бы Так. от ребенка поступить на определенные Ага. специальности. Плюс еще есть такой стереотип у детей, что если я экономист и я работаю управленцем, например, я не работаю по специальности. То есть у них есть ошибочное представление, что родители работают не по специальности. Вот, и в этом плане они, вот я работаю со школьниками в том числе, и они говорят, а я не вижу смысла получать высшее образование, потому что мои родители работают не по специальности. Ничего себе. Мгм. И вот из-за этого получается неправильное самоопределение, ожидание реальность профессии, популяризация внешней среды, ну и неготовность ребенка брать ответственность в части работы привело к тому, что они не трудоустраиваются по профессии. Сколько там глубинных причин, Майя Васильевна. А если говорить в целом, на каких курсах сегодня могут обучаться желающие, кем можно, так скажем, заново стать? Ну, опять напоминаю то, что Северо-Восточный федеральный университет, он многоотраслевой, и в части у нас 18 факультетов институтов, начиная от филологического, заканчивая до инженерно-технического. То есть есть определенные ограничения по части переподготовки, то, что нельзя с улицы стать врачом. Так. То есть мы все знаем о том, что сначала 5 лет специалитета, ординатура, интернатура, ну, то есть они учатся чуть ли не всю жизнь. И есть ограничения, например, я точно знаю, что архитектором тоже нельзя стать через переподготовку. А учителем? Учителя можно. Вот. То есть есть ряд ограничений у специальностей, которые требуют, ну, видимо, каких-то, ну, действительно фундаментальных знаний. Вот. А в нашем университете можно переучиться на кого угодно. То есть вот условно, я со своим дипломом филолога могу пойти и переучиться, там, не знаю, на математика. Да. Правильно, то есть никакого конфликта, здесь только мой внутренний, Да, да. так скажем, талант или его отсутствие к математике, правильно, Да, меня да. может остановить. Курсы платные? Курсы есть платные, есть бесплатные. У нас, вот я же говорила, то, что на государственном уровне идет большая работа по популяризации ДПО. У нас СВФУ выиграл такой конкурс «Приоритет 2030», и в рамках него у нас есть 2 программы для студентов, по которым они получают абсолютно бесплатное обучение. Это цифровая кафедра, то есть ребята получают дополнительно цифровые навыки, ну, то есть цифровую профессию, можно так сказать. И второе направление – это вторая квалификация. То есть они могут дополнительно получить, например, учился на инженера-энергетика и получил диплом учителя физики. Да? То есть, и, соответственно, для студентов это бесплатно. Также у нас есть программа содействия занятости, нацпроект «Демография» в части людей, которых могут быть подвержены лишению, ну, точнее, быть уволенными. Это содействие занятости, тоже есть определенная квота, на которую спускается в университет, и мы обучаем людей, которые, ну, определенной категории под риском увольнения, сокращения, да, пенсионеры, предпенсионеры, там большой перечень категорий. В этом плане они тоже бесплатно обучаются. Майя Васильевна, мне знаете, что стало интересно? Республика же сейчас меняет курс на креативную экономику. Глава региона Айсан Николаев недавно представил стратегию развития этой отрасли аж до 2030 года. Соответственно, нужны специалисты. То есть это аниматоры, там, работники кино, искусства, культуры, вот этой вот, в общем, сферы креативных индустрий. Можно ли получить, так скажем, новую креативную профессию? Но мы сейчас идем по отраслевому признаку в части разработки программ по цифровой кафедре. Например, у нас выпускается очень много педагогов, к сожалению, ну, не обладающим определенными цифровыми навыками. И мы, добавок к профессию, педагогической профессии, придумали такой курс, как дизайнер образовательных продуктов. Ох ты. Это педагогический дизайн. С точки зрения мы учим наших будущих педагогов работать в онлайне. То есть там же немножко все равно подходы другие. Это не возле доски стоишь и объясняешь, как бы. Там нужно по-другому перестраивать урок. Сейчас для филологического факультета именно пиар, как бы, да, для ребят, которые будут... Реклама и связи с общественностью. Да, реклама, журналисты, да, то есть мы для них разрабатываем цифровой маркетинг. Для гуманитариев мы сделали программу «Цифровой дизайнер».
То есть мы сейчас делаем смежные профессии. Вот, например, для автодорожников цифровое управление при строительстве автодорог. То есть мы как бы дополнительно смежную профессию, которая подходит для них, именно ну, вот такой принцип разработки программ по цифровой кафедре. Ну и, соответственно, по креативным индустриям, я думаю, наработаем определенную базу, чтобы предоставлять нашим ребятам. То есть сейчас загоняем, условно говоря, всех в цифру по Да, смежным, да. так скажем, направлениям. Если говорить о тех, кто преподает эти курсы повышения квалификации, я, насколько понимаю, там задействованы преподаватели СВФУ. Не совсем. Конечно, есть преподаватели СУФУ, но так как это дополнительное профессиональное образование, это обучение предполагает людей, у которых не с нуля, а у которых уже есть профессиональный свой путь, своя экспертиза в профессии. В этом плане, конечно же, нам нужно... Мы всегда подбираем кадры, которые имеют тоже экспертизу в этой профессии. В этом плане мы в основном зовем практиков, профессионалов в своем деле, получается. То есть, вот, буквально, допустим, если мы начнем готовить креативных людей, представителей креативной индустрии, мы будем звать киношников. Да, да, Ничего конечно. себе. Потому что это дополнительное профобучение. Когда вот мы говорим про высшее или про среднее профессиональное, это дети, которые приходят с нуля. И нам достаточно им, теорию, практику дать. А когда мы учим уже практиков, это уже практиков, там никакой теории, там нужно повышать квалификацию именно в в профессиональном направлении. А это обучение, оно сколько вообще длится? Ну, вот, допустим, стандартный академический год, так скажем, уровень, да, это 4-5 лет. За сколько времени можно получить новую профессию? У нас до 3 месяцев. Всего за 3 то месяца? есть за 3 месяца можно получить. И у нас есть очень много курсов, которые записаны в онлайне. То есть вы обучаетесь в удобном для вас формате. Например, вечером пришли, посмотрели, или во время работы можно посмотреть. И скорость прохождения обучения зависит только от вас. А вот меня заинтересовало контроль полученных знаний. Но я понимаю, что все-таки получение знаний в этой сфере зависит исключительно от тех, кто их получает, и, соответственно, совесть должна мучить только тех, кто эти знания получает. На своем собственном примере я проходил пару таких курсов повышения квалификации, у меня есть корочки. Не уверен, что я что-то запомнил, конечно, такого весомого, но люди же приходят в серьезные профессии. Как контролируется, собственно, уровень полученных знаний? Есть ли какие-то экзамены? А вот смотрите, дело в том, что как раз-таки отвечая на предыдущий вопрос насчет преподавателей. То есть преподаватель-практик, который уже в профессии, его ответственность обучить, принять экзамен, отпустить. И да, они, получается, например, у нас есть сметное дело, в котором они разрабатывают прям полностью смету. И пока преподаватель не убедится о том, что человек сделал правильно, она просто его не выпустит. Это я к чему спрашиваю? Просто сейчас же стало даже с некоторой стороны модным иметь там 5, 6, 7, 8 корочек, а практических навыков там, по сути, очень мало. Очень хорошо, что есть контроль, это действительно показывает то, что если обратиться к такому специалисту, все-таки будет высокая квалифицированная помощь или услуга. Майя Васильевна, трудоустройство. Все-таки немаловажная часть любого освоения профессии — это получение в дальнейшем работы. Как помогает здесь и курсы, и университет? Как-то отслеживаете? Отслеживаем, пытаемся отслеживать. Мы сейчас должны, надеюсь, что мы разработаем автоматизированную информационную систему, которая будет помогать следить за тем, как человек трудоустроился, помогло это или Движется нет. по жизни, Да. да. Хотелось бы, конечно, чтобы именно мы прослеживали и помогали в части трудоустройства как институт доп. Образования, но пока в планах это у нас не входит. Но в перспективе в части, если информационная система появится, я думаю, было бы возможно расширение деятельности института. А трудоустройство специалистов с такими дипломами как обычно происходит? Они равноценны нашему стандартному высшему образованию, Да. насколько я понимаю? Они приравнены, получается, от нашему основному диплому. И вот помните, я говорила, диплом СПО, либо диплом вышки. Соответственно, оно приравнивается либо к диплому СПО, либо к диплому высшего образования. Майя Васильевна, давайте поговорим сейчас тогда про рынок труда, раз мы уже открыли, так скажем, эту шкатулку. Какова ситуация у нас хотя бы в столице? Кем хотят быть люди? Я понимаю, что очень много вакансий, там официанты, повара, менеджеры, но есть же еще и другие какие-то направления, которые остаются незакрытыми.
Ну, если говорить про город Якутск, это город сферы услуг. Так. Мгм. И все-таки будет преобладать то, что нужны будут официанты, нужны будут разнорабочие, то есть те люди, которые обслуживают рынок услуг. Что касаемо по другим направлениям, сейчас нехватка идет и в здравоохранении, и в образовании, на госслужбе. В принципе, если мы говорим про город Иркутск, очень большая нехватка кадров. Идут вот в этих направлениях. Школы строятся, учителей не хватает, студенты, выпускники не хотят, получается, работать по специальности, особенности образования получается. И вот в этом плане идет перекос именно в сферу услуг. То есть и переучиться можно уже, я насколько понимаю, вот как вы и сказали, и на того же преподавателя работать в новой школе, правильно? Да, и еще заключается в том, что сейчас же идет мы в демографической яме яме. 90-х годов, да. Да, и в этом плане сейчас рынок услуг предлагает зарплату выше, чем быть учителем, чем быть образованием, чем быть медиком. Соответственно, идет тут некий перекос с точки зрения... Ну и рынок услуг же еще и зачастую работает сам на себя. Вот все эти и бьюти-мастера, которые открывают салоны, да. они же... Я уверен, что они платят налоги, как сознательные граждане, но тем не менее там нет начальника. Вот, кстати говоря, о бьюти-услугах. Очень же популярно. Насколько есть запрос на обучение таких персоналов, таких профессионалов? Да, вот если мы говорим про бьюти-индустрию, это больше профессиональное обучение. Так. Это уже не дополнительное профессиональное, это рабочие профессии. Их обучают в колледжах обычно. Ну, я думаю, это уже востребовано, потому что там же еще нужно какое-никакое знание анатомии и физиологии человека. Ну да. Работаешь, так скажем, самым сокровенным. Еще мы не поговорили про вакансии, так скажем, малого персонала. Это грузчики, это уборщицы. Как с ними у нас дела на рынке обстоят труда в Якутске? Не поняла вопроса. Ну вот, допустим, требуются же везде разнорабочие, рабочие просто, уборщицы, грузчики. Как в этом плане дела на рынке труда в Якутске? Ну, их всегда не... Их тоже всегда не хватает, да? из-за демографической ямы, и плюс непрестижность данных профессий, получается, ведет к тому, что... И еще один довод, это незаключенные трудовые договора. Так, вот это уже интересно. То есть, это тоже отторгает, насколько я понимаю, конечно, соискателя. ответственности нету, получается. Ничего себе. Тогда давайте про советы. Тем, кто остался без работы под конец года, я понимаю, что, возможно, не самая приятная вещь, которая может случиться. Что делать, если вот условно в следующем месяце заканчивается трудовой договор, человек остается без работы, куда первым делом пойти, куда податься? Но у нас достаточно сейчас институтов развития, это центры занятости. Наверное, в курсе то, что открылся недавно молодежный кадровый центр, который помогает трудоустраиваться. То есть в центрах занятости вы можете бесплатно получить обучение, и, соответственно, трудоустроиться. Вот они как раз-таки помогают трудоустраиваться. Ну, если совсем... не хочется туда идти, вы можете прийти в любое учреждение дополнительного образования, в частности, к нам, и получить востребованную профессию. Мы можем проконсультировать, где какие вакансии существуют, куда можно поехать, по уровню зарплаты и так далее, и, соответственно, подобрать обучение. Майя Васильевна, давайте немножко поговорим про молодежный кадровый центр. Насколько я понимаю, открыт он был по инициативе главы республики Алексея Сергеевича Николаева. Какой запрос у молодежи? Насколько я понимаю, он им нужен, раз его открыли. Да. Дело в том, что у нас бывает... я даже сама недавно сталкивалась, ко мне пришла девушка, и она, получается, ищет работу, но не может найти где. То есть нет знания того, что куда нужно обращаться и так далее. И вот молодежный кадровый центр, он, во-первых, помогает составить резюме, во-вторых, как искать работу правильно, во-вторых, возможно, например, переобучение, в том числе. Он некий навигатор с точки зрения, как молодому поколению найти работу. Потому что сейчас, давайте не будем скрывать о том, что молодежь уже у нас какая-то безответственная. Отчасти. Да, то есть слишком подвержены гиперопеке, соответственно, им очень сложно
находить, ну, как-то выстраивать коммуникацию по части трудоустройства. То есть центр берет их и просто направляет, условно говоря, от создания резюме до размещения этих самых резюме на онлайн-площадке. Да. Институт еще все-таки, вернемся к тому, с чего начинали, он же все-таки институт развития профессиональных компетенций и квалификаций. Вот мне интересно, какие сегодня профессиональные компетенции, так скажем, требуют работодатели, какие компетенции стремится развивать соискатель? Работодателю сейчас нужны, так как людей мало, ему нужны много компетентных. То есть, грубо говоря, разнорабочих, да, правильно? да, то есть В хорошем да. Вот, тоне, так например, скажем. мы смотрим, чтобы специалист, во-первых, работал в Excel, умел делать сайты, а если еще хорошо, чтобы приложение, чтобы понимал основу бережливого производства. То есть нам нужен человек, который ну, как бы многофункциональный, можно так сказать. Чем больше этих функций будет, тем лучше работодателю с точки зрения приема на работу. Что развивает Соискатель. соискатели, да. Соискатели, ну, по нашему примеру, больше управленческий навык. То есть люди думают, что они станут руководителями. Начальником. Да. Ага. А вот помните, какое-то время были очень популярны soft skills, hard skills, мягкие навыки, так я понимаю, прочные, твердые навыки. Куда они исчезли? Исчезли ли? И что это вообще такое? Нет, они не исчезли. То есть хард-скиллы — это профессиональные навыки, за которые мы получаем в университете. Так. В университете, в колледжах. То есть это наша профессия, можно так сказать. Софт-скиллы — это надпрофессиональные навыки, которые нам помогают выстраивать коммуникации и развиваться в карьере быстрее. Софт-скиллы, их не учат, получается, в университетах, но через определенную деятельность люди прокачивают их. И, соответственно, они развиваются. Они есть, они всегда были. То есть soft skills, вот эти вот самые мягкие навыки, они исключительно на плечах работника, насколько я понимаю. Да, это полностью как бы, чем больше ты их прокачаешь, как бы, чем больше у тебя их будет, и чем эффективнее ты становишься, как бы, это зависит только от работника. Но есть же еще какие-то курсы в свое время были очень популярные. Тренинги. Тренинги. Работают? Работают. Главное успевать их практиковать, правильно? Ну на да, рабочем да. месте. Ага. Ну и самое главное, когда мы говорим про студенчество, да, студенческая среда — это самая безопасная среда пробовать. Для soft skills. Да, для soft skills. Ну вот, я думаю, тем, кто сейчас учится, это будет очень полезный, так скажем, навигатор в будущее. Майя Васильевна, немножко хочу о вас поговорить еще. У нас есть время. Кандидат экономических наук, я вначале упомянул, много занимались наукой. Как сейчас обстоят дела? Занимаетесь ли в параллель наукой или пока только вот практик, так скажем, не теоретик? Смотрите, я раньше писала кандидатскую писала по экономике природопользования, про алмазодобывающую деятельность, промышленность. Сейчас, ну, как бы курс моих научных интересов немножко поменялся, немножко сместился именно по части развития территорий. Интересно развивать, ну, сейчас я занимаюсь развитием людей, как бы, да, в части развитием команд, развитием организации, можно так сказать. А сейчас, ну, я надеюсь, приближаюсь именно к тому, чтобы как развивать территории. У нас же очень большая республика, и нам нужно понимать, как развивать тот или иной район с точки зрения того, что где этот район находится и что на этой территории есть. Вот. Пока пробираюсь к этому интуитивно. А какой район уже удалось, возможно, разобрать с точки зрения географии, геологии? Там? Ну, сейчас, получается, мы работаем с селом Хатырык, это родина Максима Кировича Мосова. Да, с кафедры туризма непосредственности прорабатываем сельский туризм. Ну, это как бы такой один из первых таких начинаний, можно так сказать. Планы забраться вглубь Арктики есть? Там же все-таки и Алайховский, и Абыйский, у нас прекрасный район. Я в 12-го лечу в Среднеколымск. Будем думать, как развивать образование в условиях ограничений и также как выстраивать эффективное муниципальное управление. Ну, а запрос у районов есть на то, как развивать это самое образование в районах? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Потому что у нас все-таки республика слишком разная, и везде есть свои ограничения. В этом плане
Мне кажется, запрос должен быть. Вот смотрите, с Намским районом понятно. Из него можно сделать прекрасный центр туризма, в том числе и сельского, и аграрного туризма. А во что превращать арктические районы? Арктические районы? Пока не знаю. Но я уверен, что узнаете. 12 Да. декабря вы летите, обязательно, я думаю, придете к нам, расскажете, как обстоят дела. А как переключился фокус внимания, вектор вот этого научного, так скажем, интереса от геологической, от горной промышленности, горных компаний на развитие территорий? Наверное, форсайт 2017 года, организованный Моисеем Сергеевичем, когда мы с коллегами съездили в агентство стратегических инициатив и взяли для себя новый формат работы. И как раз-таки форсайт — это же технология, ну, как бы можно сказать, технология погружения в будущее. И мы, получается, ну, вот когда я работала в Овшиме, мы приземлили это как в образовательный процесс. И сейчас вот одно из направлений нашего института, помимо курса повышения квалификации, переподготовки, это обучение через деятельность, обучение через проектные сессии. И очень, на самом деле, вот если сейчас порефлексировать, то очень мощный толчок был с точки зрения подготовки команды и проведением вот этого мероприятия. И просто мы вот с ребятами, когда видимся, и мы всегда, ну, примерно понимаем, кто на каком этапе находится, кто что делает. И, соответственно, хотелось бы именно, чтобы такие команды появлялись в муниципальных районах, которые тащили бы муниципальный район в части развития. Майя Васильевна, давайте еще немножко про образование и обретение компетенции и квалификации поговорим. Вот я не знаю, возможно, это какое-то сугубо мое мнение. В один момент мне показалось, что у нас в стране, в мире, в принципе, стало очень много всяких сессий, вебинаров, там, семинаров, как найти работу. Почему молодежь, вот, молодое поколение вместо действительно практического, так скажем, приди и работай, ходит по всяким этим семинарам, тратит, ну, свое время? А это развитие инфо-цыганства, Так, инфобизнеса. инфобизнес у нас да, сюда конечно. включается. Все видят успешный успех, видят всех блогеров и думают, что жизнь устроена так, что если ты блогер, тебе делать ничего не надо. Так, то есть, хорошо, так блогеры — это одно дело. Вот они, мне, на мой взгляд, показалось, что вместо того, чтобы вот они сидеть 4 года учиться в педагогическом, да, на того же преподавателя, говорят, нет, не хочу на преподавателя, я хочу искать себя. Сколько можно искать себя, когда вот стране нужны заводы, так скажем, что стране нужны рабочие кадры? Есть ли с профессиональной точки зрения какая-то идея, почему так происходит? Ну, это, я говорю, дети видят, что происходит, ну, условно... Красивую картинку. Красивую картинку, да. И видят действительность. Например, как мы можем говорить о престиже учителя, преподавателя, когда у нас из всех новостных просто обвиняют учителя, Там родителей, да, условно, учеников поведения никто не учитывает. Да, совершенно верно. Понятно, так интернет у нас здесь зло, насколько я понимаю. И еще немного хочу поговорить про интернет. Очень часто про интернет и образование, и подход к кадрам. Очень много же стали говорить о том, что сейчас все зависит, точнее, сотрудник очень сильно зависит от поколения, в котором он родился. Если условные, вот сейчас зумеры, которые приходят к нам с вами на смену, они увольняются после первого же, там, не знаю, строгого замечания от начальника. Оставшиеся миллениалы, поколение X, Y, Z и так далее, они все-таки еще более крепкие. Как-то меняется профессиональный подход вот, в зависимости от поколения? Ну, я думаю, должен меняться. Каждый работодатель, вот сейчас тот работодатель, который не будет задумываться о имидже своей организации, о подходах, о корпоративной культуре и так далее, он потеряет очень много. Потому что сейчас действительно приходят такие дети, у них есть такие запросы. И мы, например, ну, в частности, мой институт, как бы, да, мы понимаем и меняемся. Майя Васильевна, мы, кстати, совсем забыли про работодателей сегодня. С вами очень много говорим про соискателей работы. А с какими сегодня на рынок требованиями, если знаете, заходит ну, условное большинство работодателей? Кто им нужен? Ну вот помимо универсального солдата, так скажем. Им нужны люди, которые будут работать. То есть исключительно рабочие кадры. Да. Нет, имеется в виду те, которые действительно придут и будут не 1 месяц работать, а действительно могут закрепиться на 2, 3, 4 года. То есть в марафон, не в спринт, так скажем.
Ну, слушайте, это очень даже радует. Уверен, что с такими темпами подготовки мы все-таки оснастим все необходимые производства. Майя Васильевна, конец года — это всегда традиционное время подведения любых итогов и пожеланий и к работодателям, и к соискателям на будущее. Итоги работы сможем подвести за этот год Института развития? Какие-нибудь краткие, самые 3 главные достижения? Что приходит в голову, когда хотите, так скажем, козырнуть? Цифровая кафедра. Так. Все-таки мы разработали, 1300 ребят сейчас прошли первый ассессмент. То, что мы всем университетам обучили порядка 14 тысяч людей. Человек. Да. И третье, я думаю, это те проекты, которые мы реализовали с нашими партнерами, и которые делают, получается, открывают новые возможности для нашего института, так и как для работодателей. Таких проектов много, всех не перечислить. Самое главное, что они есть. В том числе, как село Хатырык, например, то, что мы взялись по развитию территории. Ну вот и про то, что я говорил, что любой конец года и начало нового — это, так скажем, пожелание и самим себе, и тем, кто хочет изменить жизнь. Вот давайте про тех, кто хочет со следующего года поменять жизнь, возможно, сменить сферу деятельности, поменять работу. Какой бы вы главный совет дали тем, кто хочет, возможно, сменить вектор даже? Понять, чего мы хотим. Поставить себе цель и идти к этой цели, получается. А дойти к этой цели, я думаю, может помочь и Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций, который работает при СФУ. Майя Васильевна, я уверен, что в следующем году деятельность университета будет только развиваться, деятельность Института развития квалификаций также будет расти. Уверен, что мы будем воспитывать новые кадры в условиях новой реальности, в которой мы живем, и готовить для нашей новой экономики страны все больших и больших профессионалов. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.